Здравствуйте, дорогие наши телезрители! Мы продолжаем наш буддийский путь. И в июне месяце тувинские семьи проводили обряд Тагалга на святых местах нашей республики. 12 июня на местечке Адартөш в сторону проезда в Чадан в Дзухенском районе находится очень особенное место Адартөш. И на этой местности последователи тувинского учителя Хомушку Кентен Сюрюмпашке провели обряд Тагалга с возжиганием сан, с прочтением молебна и слушанием лекций. И это местечко особенное тем, что оно связано с тувинскими учителями. Еще в 30-е годы, в период репрессий, когда поймали последнего Камбаламы Истюхуре Лобсан Чамзы, и когда его везли на перевале Адартөш, он остановил солдатов и сказал им, чтобы его оставили здесь, и что он дальше не пойдет и останет свой след в родном крае. И исполнили его желание, и с этого периода это местечко называется Адартөш. И один из выдающихся учителей нашей республики Хомушку Кентен Сюрюмпашке в советское время, проработав в Евалгинском Дацане до начала 1980 года, и в честь него тоже построили собурган на местечке Адартөш в 2003 году, и с тех пор ежегодно проводят обряд Тагалга, обряд сан, для того, чтобы устанавливать связи с учителями, для того, чтобы почитать и памятовать о их благих деяниях. Мы знаем, что Лобсан Чамзы и Хомушку Кентен Сюрюмпашке — это живые проявления божеств, потому что они обладали высокими реализациями, ситхами, способностями не только в лечении и помощи в страдании людей, а также они направляли каждого верующего, каждого человека и сохраняли буддизм в нашей республике в трудные времена. И по поводу биографий этих выдающихся учителей мы будем рассказывать в следующих передачах. Мы подготовим фотографии и биографии этих учителей. И тема 30-х годов у нас еще открыта, и мы будем изучать исторические факты, исторические моменты для того, чтобы восстанавливать память о наших тувинских учителях. И учителя, которые сегодня проводят обряды по всей республике, они просят, чтобы когда проводят обряд сан, чтобы мотивация была чистая, чтобы люди думали не только о материальных потребностях, а исполнении желаний, связанных с мирскими желаниями. Самое важное — это благодарить предков своих, благодарить духов земли, местности и даровать им подношения. И еще раз мы говорили о том, что сан — это подношение яств духом высоких классов. И местечко Адартөш, на этом местечке находится в Собурган. Это ступа. И когда вы проезжаете по трассе в город Чадан, было бы хорошо, если вы бы с правой стороны заехали, там есть дорога, и обратили свой взор на эту ступу, потому что ступа — это проявление сознания Будды. И на этой ступе находится фотография Хомушку Кентен Сюрюмпашке и статуя Будды. И когда вы будете обходить эту ступу вокруг 108 раз, вы накопите невероятные благие заслуги, а также можно обрызгать молоком, девятиглазкой или тоскарак, сделать подношение и повесить кадаки. И самое интересное в этом обряде было то, что кадаки были повешены по 4 сторонам света, и
С восточной стороны, с восхода солнца, повесили белый кадак. Далее на южной стороне это желтый кадак, на западной стороне это красный кадак, и на северной части это синие кадаки. И все эти цвета олицетворяют Будды. Это Будда Вайрачана Амитабха, Будда Ратнамсамхава Амагасидха Ахшопхя. И они все обладают этими разными цветами. И когда вы вступаете и заходите по ступенькам на ступу, вы представляете, что вы входите в мандалу. Мандала – это чистая земля божеств, и вы думаете, что вы накапливаете пуян, накапливаете аис, и идет поток энергии, поток благой кармы. Таким образом вы очищаете свою негативную карму. И также вы можете возле Сувургана повесить хея-токторы, это флажки для того, чтобы повысить свой дух. И также есть очень большие флажки, вы можете повесить возле Супургана или подняться чуть выше, на возвышенность, и там есть тоже место, где развешивают кадаки, и развешивают хея-токторы. И когда мы развешиваем эти флажки, то ветер, он прочитывает мантры, которые написаны в этих хея-токторы, в этих флажках. И это является очень благим, потому что у нас повышаются благие ветра, благие мысли, помыслы. И желательно в теплое время, когда у вас есть возможность, проведите обряд сам, учитывая все условия для сохранения безопасности. И в 15-й лунный день в нашей республике, это 14 июня, было проведено такое мероприятие в медитационном центре Сангея Чолинг на озере Чагатай, где буддисты и практикующие могли провести ретрит затворничества с прочтением Тары, восхваление Тары, с прочтением текста Гуру-йоги. И 14-15 июня был проведен Нюнгне. Нюнгне – это очистительная практика, связанная с прочтением садханы Арябалы. Это бодхисаттва любви и сострадания. И на этом мероприятии приняли участие не только жители города Кызыла, это из соседних Кожунов районов. И каждый мог олицетворять Арябалу, прочитывать мантру Дхарани, или это длинные мантры. А также на этой практике буддисты, они совершают поклоны, простирание 35 Буддам, покаяние. И так мы очищаем свою негативную карму, которую мы накопили из прошлых жизней. И, конечно, мы, когда проводим нюнгне, особенно если это строгий нюнгне, принимают обеты не кушать и не говорить. И так мы тоже очищаем карму, связанную с речью, потому что за один день, когда мы говорим, мы можем накопить тоже плохие действия, связанные с речью. И после этого 15 июня буддисты прочитали сок, это подношение всем дакиням, Буддам в знак благодарности. И на этом мероприятии люди подносят еду, явство и наслаждаются потоком энергии от 3 драгоценностей. И в июне месяце, как по традиции считается священный месяц Акадава, и многие тувинцы, они как можно больше накапливают
добродетели. И мне бы хотелось бы связать эти два мероприятия с памятованием учителей. Обряд, который был проведен в местечке Адар-Тойш, и ретрит, который был проведен в Сангей-Чолинг на озере Чагытай. Мне бы хотелось бы обратиться к тому, чтобы каждый житель нашей республики вспоминал учителей, буддийских учителей, тувинских учителей прошлого, которые прошли тяжелый путь, которые прошли те времена, когда были запреты на верование, запреты, связанные с обращением к 3 драгоценностям. И нужно как можно больше вспоминать о наших учителях, какой они внесли большой вклад, и как они помогают всем живым существам, людям, страдающим и тем, кто находится в состоянии блужданий, неведения, потому что благодаря учителям мы находим правильный путь, мы находим правильное решение, мы становимся более крепкими, потому что благодаря учителям мы получаем эти драгоценные знания, мы накапливаем опыт, мы устанавливаем духовные связи с учителями, с 3 драгоценностями. И самое важное — это всегда думать о преемственности, которая есть у нас в республике, которая не прервалась, и оно идет из поколения в поколение. И дай Бог, чтобы до 50-х годов, 70-х годов 21 века молодое поколение сохранило вот это памятование, сохранило преемственность, сохранили драгоценные знания, учения, которые были открыты Буддой Шакьямуни 2600 лет тому назад. И эти знания, они драгоценны только потому, что они меняют мышление человека в сторону благого, хорошего, доброго. Они меняют помыслы и мотивации, они меняют цели жизни, они меняют полностью характер человека, потому что человек становится более осмысленным, и он стремится достичь цели своей жизни и сделать самое хорошее не только для себя, для своей семьи, близких, родных, но и для всего народа, для всего человечества. Это обширное такое мышление, это глубинное воззрение, это сострадательное чувствование, это самые прекрасные драгоценности ума, которые можно добыть в буддизме, можно добыть в своем уме, развивать это и совершенствовать. Поэтому, когда вы ездите на святые места, когда вы проводите обряд Тагалга, всегда вспоминайте не только о духах нашей местности, но и вспоминайте о 3 драгоценностях, о Будде, Дхарме и Санхе, и подносите все свои благие намерения, подносите свои материальные блага наивысшим объектам. Спасибо вам большое. До свидания.